Позвольте, уважаемая госпожа Рената Винтер, выразить вам огромную благодарность за то, что вы уделили внимание нашей стране. Хочу отметить, что мы являемся вашими поклонниками, скажем, мы следим за вашей работой, сколько вы делаете для детей всего мира. Вы для нас являетесь такой моделью, образцом, вы для нас идеал в вопросах защиты прав детей. И ваши советы и напутствия для нашей страны, для всех защитников прав детей играют большое значение, потому что у нас очень много вызовов, сложные периоды, и ваши напутствия играют большую ключевую роль для того, чтобы мы выбрали правильное направление. Уважаемые участники, в своем докладе я хочу обратить ваше внимание на два важных вопроса. Первое – это положению и последствиях пребывания детей в детских домах и интернатах, и современных подходах по улучшению положения детей, по улучшению системы защиты прав детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Постараюсь быть очень конкретной в своих рекомендациях, в своих выводах, выступлениях о том, что же нам нужно делать, какие есть модели для того, чтобы обеспечить право каждого ребенка на семейное окружение. Хочу отметить, что за последние 30 лет в тех странах, где есть детские дома и интернаты, кардинальным образом стала меняться защита прав детей в пользу ребенка. И это, конечно, связано прежде всего с ратификацией Конвенции ООН о правах детей, о правах ребенка. И наша страна радует то, что мы тоже ратифицировали 25 лет тому назад Конвенцию ООН о правах ребенка, и благодаря этой конвенции мы смогли привести наше законодательство и государственную политику в соответствии с международным стандартом. Ну, конечно, у нас очень много есть сложностей, но тем не менее же у нас есть и достижения. Конвенция ООН о правах ребенка гласит, что ребенку для полного и гармоничного развития и становления такой достойной как личности очень важно и необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Обоснованием этому послужили результаты научных исследований. Ранее Мунир затронул немного о том, что и господин посол Европейского Союза тоже отметил о пагубных последствиях влияния детей в детских домах и интернатах. Посмотрите, пожалуйста, на томографический снимок, в котором показано в рамках научного исследования два снимка, мозга двух детей, которые проживают в разных условиях. Первый мозг – это ребенок, который живет в семье, который имеет ежедневный контакт со своими родителями. И не обязательно, чтобы этот ребенок был очень такой, скажем, благообеспеченной семье. Такой обычный ребенок в среднестатистической семье, у которого есть контакт с родителями. Это мозг активен, мозг очень развит. Этот снимок, который вы видите, он справа. Ученые отмечают, что это отвечает стандартам здорового мозга. И посмотрите, пожалуйста, на снимок слева, фотографию. Это ребенок, которого разместили в доме ребенка с первых дней его жизни. Ребенок, который получает внимание со стороны воспитателей всего лишь один раз в день, может быть 2 раза в день. Но не как в семье 20-30, может быть. Последствия для этого ребенка, который первые годы жизни, как отмечала Роза Саковна, это такой очень важный момент, период в его жизни, он теряет очень многое. То есть, если мозг не сможет полноценно развиться первые годы, то, естественно, его перспектива, она стоит, так скажем, под сомнением. По международным стандартам уже есть такое утверждение, что ребенок, который находится в пренебрежении, это равносильно насилию. То есть можно предположить, те дети, которые ежедневно просыпаются, засыпают без родителей, в домах ребенка, в детских домах, интернатах, они ежедневно подвергаются насилию. Посмотрите на этих детей. У них у всех всего лишь одна воспитательница, одна мама на всех. Как обычно, это в группе бывает 1 на 40 человек, 1 на 30 человек. Сколько много она может успеть сделать за целый день. И можно ли это соотнести с тем объемом и вниманием, которое необходимо для каждого ребенка, который нуждается в постоянном, непрерывном внимании, заботе и любви со стороны своих родителей. Хочу отметить, что очень много сейчас на стране выпускников детских домов, которые ежегодно выпускается почти по 500 человек.
Какие они проблемы имеют? К нам в организации, другим коллегам очень часто обращаются выпускники детских домов, потому что они обращаются за помощью, они не могут трудоустроиться, они не могут социализироваться. Наши адвокаты бывает, что помогают выйти из мест лишения и ограничений свободы также и девушкам-выпускницам, которые имеют уже детей, которых они уже оставили у кого-то, сами занимаются, скажем, находятся в конфликте с законом. И мы помогаем их выйти из мест лишения или ограничений свободы для того, чтобы организовать контакт с их детьми. Но это уже упущенные возможности, очень сложно такую маму реабилитировать. Ее возможно реабилитировать, ее нужно над ней работать. Надо всячески стараться, приложить максимум усилий, но это будет сложно сделать, это очень много затратно, очень многие шансы у нее упущены. Как об этом ранее отмечала Рената. Выпускники детских домов, интернатов сами сегодня признаются о том, что у них сформировался синдром выученной беспомощи, когда они не привыкли самостоятельно преодолевать свои трудности. Можно ли такой подход отмечать, что он отвечает на лучшим интересам ребенка? Нет, конечно. Я сама работаю в системе защиты прав детей более 20 лет, и хочу сказать, что много времени провела для того, чтобы проводить мониторинг соблюдения прав детей в детских домах и интернатах. И с каждым годом я становилась свидетелем, что ежегодно у нас начало расти количество детей в этих учреждениях. И мы начали искать выход, а что же сделать. И на сегодня мы нашли хорошие модели тех стран, которые схожи с нашей страной по социально-экономическому развитию, которые имели такие же сложности, как у нас в стране. Но когда мы посетили эту страну, такое ощущение было, что это Кыргызстан в будущем, через какое-то определенное время. И мы, видя то, какие изменения там произошли, мы обрели силу, уверенность, и мы дали себе такую, скажем, позицию, слово, что если смогли они, то сможем сделать и мы. Если их дети сидят дома, да, с семьями, то почему наши должны пребывать в детских домах и интернатах? Посмотрите, пожалуйста, Республику Молдову. В 2007 году в их учреждениях находилось почти 12 тысяч детей. У нас в Кыргызстане на сегодня 12 тысяч, чуть больше 12 тысяч детей. То есть ситуация схожая. И на сегодня, вот здесь данная статистика на 2016 год, в их детских домах-интернатах осталось всего 1625. Месяц назад мы были в Республике Молдова, мы обнаружили, что они добились, чтобы у них количество детей в детских домах и интернатах осталось всего лишь 600 детей. Но это те дети, которые когда-то поступили в эти учреждения и уже идут очень сложно для адаптации и интеграции. Посмотрите, пожалуйста, какой они путь прошли. Я думаю, что мы тоже сможем такое сделать, и мы обязаны сделать. Если сделать анализ, каковы же причины попадания в детские дома и интернаты, этот вопрос, он очень актуален. Нам все время спрашивают, ну почему дети попадают в детский дом. Мы сделали обзор по всему миру, и, как оказалось, вот на примере Аксуйского детского дома, это данные 2015 года, основная причина это является бедность, это отсутствие социальных услуг по поддержке семьи на уровне айлюкмету, самый сложный период, когда мама одна не может справиться с трудностями. Зачастую это бывает мамы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Какой-то такой фрагмент именно, когда она находилась в самой такой кризисной ситуации, если бы на тот момент были услуги, то семью можно было бы сохранить. И эти данные, значит, расхода в Аксуйском детском доме Сыкульской области от 2015 года. Я не могу сказать, что наша страна не выделяет и не уделяет внимания вопросам социальной защиты, вопросам обеспечения сирот детей в Кыргызстане. Да, они есть, но насколько они эффективны? Если посмотреть мониторинг бюджетирования детских домов, интернатов, а мы это делали в Кыргызстане еще несколько лет тому назад, то обнаружилось, что 50% всех денег уходит на содержание заработных оплат в этих учреждениях. Значит, еще 40% уходит на то, чтобы содержать эти учреждения, на коммунальные услуги, на ремонтные работы, на капитальные вложения. И лишь небольшая часть, от 15 до 30% от финансирования доходит до самого ребенка. Вопрос, насколько это оправдано, такие затраты. На сегодня, значит, в Кыргызстане уже Министерство финансов дали цифру, что ежегодно на детские дома и интернаты выделяется 500 миллиарда сомов. На содержание одного детского дома уходит от 11 до 17 миллионов сомов.
на одного ребенка в месяц от 14 до 20 тысяч сомов ежемесячно. За эти деньги, я думаю, каждая мама отметит, что она могла бы покупать себе коммерческие услуги. Как ранее Роза Исааковна сказала, что люди могли бы оплачивать даже такие услуги, если была бы оказана своевременная поддержка. И хочу отметить, что в Молдове ситуация кардинальным образом поменялась с того момента, когда активную позицию бесповоротную занял сам президент этой страны. То есть, когда он поднял вопрос, почему же такое большое количество детских домов и интернатах. И очень много в этой стране поменялось, и сегодня мы ее берем как модель. Хочу сказать, что у нас в Кыргызстане тоже особо активная позиция по реформированию детских домов и интернатов началась с прошлого года, с 2018 года, когда президент посетил дом ребенка, он увидел большое количество детей в домах ребенка, и был вопрос, почему они здесь, а не дома, почему они не усыновлены, если нет родителей, и после встречи с гражданским обществом. Хочу отметить, что при активной позиции президента, когда он направил рекомендации для правительства о том, что же нужно делать по реформированию детских домов и интернатов, и при активной работе правительства нашей страны, вот Алтынай Сейитбековна, Гульмира Каримовна, Улукбек Тойчубаевич, если бы не личная активная позиция, я думаю, что и простых сотрудников, которые работают на местах, я думаю, мы не смогли бы закрыть 4 детских домов и интернатов за один год. То есть за прошлый год это было очень трудно, но мы смогли это сделать, и, конечно, это отдельная благодарность нашему правительству. Хочу отметить, что Республика Молдова, прежде чем решить свои проблемы, вот Роза Исааковна поднимала вопрос, а как же эту ситуацию поменять, где эти подходы и методики, какие системные изменения должны быть. Если вы посмотрите на эти 2 треугольника, то мы сейчас, Кыргызстан, находимся вот в этом треугольнике, который справа. Когда происходит трудная жизненная ситуация в стране, когда простому социальному работнику, Вайлюк Мюту, нужно куда-то ребенка деть, который остался на улице, он его забирает либо домой, в редких случаях фостерные семьи, потому что их у нас мало, недостаточно. Работает Министерство социального развития, мы видим, они стараются, но этого недостаточно. И у нас основной мерой защиты ребенка на сегодня является очень дорогостоящее, это расположение ребенка в интернатном учреждении. И у нас очень небольшой процент детей в услугах семейного типа, и практически очень минимальное количество услуг, которые вот у вас, да, у нас здесь представители акимиатов сидят, наверное, вы видите, что у вас на уровне районов очень мало, практически, наверное, и нет у многих акимиатах районах услуг по предотвращению разлучения матери с детьми. И вот, если посмотрите, левый треугольник, то это тот треугольник, который на сегодня использует Молдова. Они перевернули свою систему, да, то есть такая же ситуация, как у нас была. Сегодня у них самыми основными услугами и самые многозатратные, куда они больше всего направляют деньги, это на услуги по поддержке семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Они не ждут, пока ребенок выпадет из семьи. Они уже заранее упреждают, диагностируют и заранее уже простукивают, как врачи, и узнают, где есть риск, что ребенок может выпасть из семьи, и работают на предупреждение. Очень мы впечатлили, у нас была национальная делегация, мы были впечатлены, что в Республике Молдова на сегодня почти около 1000 приемных семей, 1000 фостерных, профессионально обученных семей, которые знают, как обращаться с детьми разной возрастной категории, как не применять насилие, как воспитывать детей через позитивные методы воспитания. И вот если посмотрите, там на вершине айсберга самое лишь небольшое количество детей находится в детских домах и интернатах. То есть система у них уже бесповоротно сделала реформу. И со своей стороны мы хотим отметить, что, конечно, для того, чтобы все это произошло, были приняты несколько системные вещи, и это у них происходит. Во-первых, у них происходит жесткий контроль, когда пытаются ребенка куда-либо вообще вынуть из семьи, вытащить из семьи и куда-либо переместить. На уровне районов у них есть, так как и у нас есть комиссии по делам детей, но у нас функцию этой комиссии, конечно, они не в пользу ребенка, зачастую в пользу системы,
система интернатных учреждений. В Республике Молдова такие комиссии работают в пользу матери и ребенка. То есть, прежде чем ребенка разлучать, они очень много задают вопросов. А что же службы, социальные работники на уровне Айлюкмету сделали для того, чтобы этой маме помочь? Пусть даже она слабая, пусть она там не очень примерная мама, но что было сделано для того, чтобы этой семье помочь своевременно? И, конечно, большой упор делается на то, чтобы, значит, каждая Айлюкмету у них показывает и доказывает, что они ежегодно увеличивают количество услуг по поддержке семьи в трудной жизненной ситуации. Развитие инклюзивного образования в данной стране достигло самого высокого уровня. Практически каждый ребенок, который имеет проблемы с тем или иным по состоянию здоровья, они не могут ходить в школу, как все обычные дети, они на сегодня обеспечены инклюзивной средой и инклюзивным образованием. Ну, конечно, я хотела бы отметить все деньги. Я знаю, что вы лица, которые управленцы, принимаете решения, всегда стоит вопрос, а где взять деньги? Министерство финансов Республики Молдова, они со своей стороны были лидерами в этой части по перенаправлению, они прямо лидировали по перенаправлению финансирования, значит, которые находились в детских домов, интернатов, они перенаправили все на инклюзивное образование и на развитие социальных услуг. Очень активная позиция у них была, и нам они советуют, рекомендуют, что прежде всего нужно в стране наложить мораторий на размещение детей в детских домах и интернатах, на мораторий направления денег на ремонтирование этих детских домов, интернатов, на капитальные вложения. То есть в стране должны полностью призывать все международные благотворительные организации, все частные, любого формы финансирования, чтобы был направлен, чтобы был введен мораторий. Если они захотят там оказывать благотворительность, то только для создания услуг на уровне СЕО, то только для того, чтобы поддержать маму и ребенка, который находится в трудной жизненной ситуации. До тех пор, пока мы, говорит, не закроем эту яму, да, куда попадают дети, они будут наполняться. Поэтому закройте эту яму, и тогда эти финансирования перенаправятся на уровень сел. Это был такой очень важный такой политический шаг. Я знаю, что нам это будет сложно сделать, но нам это нужно сделать. Без него мы не сможем реформу провести. А какая же система? Что же такого сделали другие страны для того, чтобы преодолеть трудности? Но если вы посмотрите, вот это та схема, значит, социальной защиты ребенка в Республике Молдова, которые они ее создали, изучая вот в течение своего опыта. Во-первых, у них очень эффективные процедуры межведомственного сотрудничества, то есть на уровне выявления, на уровне принятия решений, сопровождения. Как я вам ранее говорила, они бьются за каждую семью, за каждого ребенка. Далее, если мы видим на уровне социальных выплат и услуг по поддержке семьи с детьми и их реинтеграции, то она у них идет параллельно. То есть поддержка семьи, которая находится в бедности, и через выплаты социальные, через пособия, через другие социальные выплаты, они должны идти одинаково наравне с уровнем развития, значит, социальных услуг. И, конечно же, большой контроль на уровне входа, как ранее Мунир отмечал, очень много делается для того, чтобы проконтролировать кейс каждого ребенка. Это вот наше видение, к чему мы стремимся, наше движение по защите прав ребенка на семейное окружение, что семья и сообщество предоставляют ежедневную поддержку и заботу детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Хочу отметить, что вот все эти полученные наработки мы на данный момент при поддержке Европейского Союза, наша организация Лига защитников прав ребенка в партнерстве с молдавской организацией «Партнерство за каждого ребенка», мы в Чуйской области на сегодня реализуем проект под названием «Создание благоприятной среды для детей в Кыргызской республике». Этот проект мы внедряем совместно с замечательной командой Министерства труда и социального развития, Министерства образования, которое на уровне Чуйской области на сегодня активно разрабатывают с нами планы. Мы уже изучили дело каждого ребенка, который находится в Краснореченской, Дмитриевской школе-интернате, да, вспомогательной. Там дети с ограниченной возможностью здоровья, в Вайнантонском детском доме. То есть мы съездили к каждому ребенку домой, изучили положение его семьи, и мы провели обследование каждого ребенка. И на сегодня мы планируем разработать план вывода детей из этих детских домов и интернатов, как это было сделано в Республике Молдова. Ну и, конечно, статья 7 Кодекса о детях
каждый ребенок имеет право жить в семье, а мы с вами, взрослые, обязаны приложить все необходимые усилия, приложить все силы для того, чтобы это право их было реализовано. Они маленькие, они не могут защитить свои права, поэтому все эти обязательства лежат на нас с вами, значит, взрослых. Спасибо вам большое.